Призывная кампания в Коми проходит планово, без каких-либо эксцессов. В этом году ряды вооруженных сил России пополнят порядка 2000 жителей республики. В зону проведения специальной военной операции солдат срочной службы отправлять не будут. После демобилизации все вернутся домой. Между тем, у призывников и родителей остаются вопросы. Как проходит медицинская комиссия и где будут служить новобранцы из Коми? Ответы в репортаже Павла Королева. Вячеслав Кочев работает учителем в школе, но следующий год он проведет в вооруженных силах. Жизнь по уставу еще и вдали от дома станет испытанием, но трудностей молодой человек не боится. Говорит, к службе готов, дома будет ждать любимая жена. Патриотический дух все-таки играет свою роль, тем более в нынешних условиях, которые происходят у нас в мире. Хочется пойти на службу, хочется показать себя, проявить даже на срочной службе. Постоянно ребята знакомые ходят служить, и сейчас находятся на службе тоже. Выходят на контакт, говорят, что все хорошо. На входе в военкомат дежурит полицейский. Внутрь пускают в маске и после термометрии. Меры безопасности, тем более в это непростое время, усилены. Призыв в этом году хоть и стартовал на месяц позже, но в отборе новобранцев никакой спешки нет. На медкомиссии здоровье проверяют тщательно. Каждому призывнику врачи подходят индивидуально. Армии нужны только здоровые солдаты. Здоровье проверяют тщательно, потому что нам не нужно возврат обратно из части, да, никакой начальник части не захочет, да, иметь у себя срочника с заболеваниями, это все сопряжено с огромными проблемами, вот, поэтому проще, вот, допустим, отстранить его от службы, чем отправить на службу, да, больного человека. К слову, многие готовятся к армии заранее. Так еще до призыва будущие солдаты по направлению от военкомата могут бесплатно выучиться на водителя. Статистика показывает, из года в год уклонистов все меньше. Конечно, в этом году волнение призывников и их родителей связано с событиями на Украине. Поэтому в военкомате еще раз подчеркнули. Призывники не привлекаются в зоне специальной военной операции и на Украине. Они будут служить в частях, которые направили на территории России, и также они не будут направляться на вновь присоединенные территории. Как и в прошлые годы, ребята из Коми будут служить в частях Северного флота и Западного военного округа. Ну а те, кто в военкомате впервые появится лишь к 27 годам, рискуют получить справку вместо заветного военного билета. С такой бумажкой ни в силовые структуры, ни на госслужбу не берут. Павел Королев, Олег Костромин, телеканал Юрган.